Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в детской музыкальной школе номер 1 города Горно-Алтайске, где базируется Алтайская студия мальчиков. И эта школа уже работает 21 год на базе экспериментальной программы, которая была поддержана Министерством культуры Российской Федерации. И сегодня вот мы получили такой результат, что более 100 выпускников, у нас уже 17 выпусков прошло, и с каждым годом к нам прибывают дети не только городских школ, но и с муниципальных образований, приезжают, желающих учиться у нас много. В среднем это где-то 50 детей у нас каждый год учатся, 5 лет они обучаются. Проходят такие дисциплины, как алтайские национальные инструменты, обязательные инструменты фортепиано, декоративно-прикладное, хореография, общехоровое классическое пение. И у нас есть еще факультет предмет по выбору. Это кто-то желает обучаться на аккордеоне, на баяне, на гитаре и на духовых инструментах. И сейчас мы начнем с инструмента, несколько инструментов мы сегодня вам покажем. Начнем с ребятами, которые вот есть и начинающие, и которые уже обучаются не один год. Мы начнем с инструмента хомус. Хомус, по-русски его называют варган, инструмент, который распространен во всем мире. Вот, в Казахстане его называют шанхобус, у туркменов гупус, у якутов хомус и так далее. В Беларуси и Молдаване ее называют дрымба, а в странах Прибалтики называют его гетереологический маунт-ромель. Вот, у нас он называется хомус. И мы начнем с самого простого. Дело в том, что на хомусе нет нот. Мы играем не по нотам, мы знаем по тем знакам, по приемам, которые вот в этой студии мы изобрели. У нас издана такая школа, которая пользуется очень популярностью. И у нас практически уже население, большое число населения и взрослых играют на этом инструменте, причем с удовольствием музицируют. Итак, мы начнем. Ребята, вот у нас сегодня у меня помощники, сейчас мы с ними начнем показывать основные приемы. Я думаю, что у кого есть желание сейчас приобщиться к нам, у кого есть эти хомусы, пожалуйста, вы садитесь, и тоже, я думаю, что в конце вы уже будете так же виртуозно играть, как наши пацаны или те повзрослее ребята, которые сегодня тоже примут участие в нашем мастер-классе. Пожалуйста, хомус относится к группе идиофонов, это самозвучащие. Вот. Он сделан из, у нас вот видите, инструмент. Покажите, ребята, хомус, да, вот такой небольшой, значит, детский, он удобен для того, чтобы не было вибрации и не было, значит, опасения на, значит, влияния на эмаль зубов. Пожалуйста, как мы его берем, покажите. Берем левую руку, да, так, чтобы он у нас был, держался очень крепко, язычком лан вверх, вот так держим, да. Затем мы прижимаем его к зубам, посмотрите как, да, к зубам так, чтобы у нас хомус не уходил дальше второго зуба. Да? Затем закрываем его губами натянутыми, и у нас он стоит уже твердо. Пробуем звук извлечь. Вот. Видите? Есть звук. Это самое первое условие, чтобы начать из него извлекать звук. Дальше мы говорим, пожалуйста, опустите хомусы. Это что у нас такое? Это положение руки сверху. Это вода сверху, да? Это? Положение руки снизу. Снизу. Это, Сережа? Это, Алан? Удар к себе. Удар к себе. Это? Удар от себя. От себя. Это? Закрытый звук. И? Открытый звук. Если у нас положение руки и удары понятно, то закрытый звук, что это такое? Когда мы язык прижимаем к зубам. Да? У нас получается такой замкнутый, мало воздуха в полости рта, и у нас получается такой гнусавый закрытый звук. Да? Но когда мы язык вводим в заднюю часть полости рта, у нас получается много воздуха и получается звук открытый О. Да? Вот давайте, сделайте закрытый И. Сыграйте И. Гнусавый звук. Открытый О. Закрытый. Открытый. Видите, какая разница? Мы сразу это ощущаем. Теперь идем дальше. Вот давайте на примере вот этих упражнений поиграем, значит, чтобы было понятно. 4 удара у нас получается. Сверху закрытый звук, удар к себе. И снизу 4, открытый уже, удар от себя. То есть все противоположно. Сверху, снизу, закрытый, открытый, к себе, от себя. Приготовились? Вместе. И. 3, 4. И снова. Спасибо. Я думаю, что вы уже там приобщились и тоже с нами вместе музицируете. Так что у нас потихоньку начнется усложнение программы. Но я думаю, что вы будете в курсе. Скажите мне, пожалуйста,
А что такое тремоло? Тремоло – это быстрое чередование ударов к себе и от себя. Вот оно, да? Давайте попробуем сыграть без надобности, сверху или снизу. Кому как удобно. Пошла. Закрытый и, открытый О. Закрытый и, открытый О. Хорошо. Теперь есть у нас такой прием, называется лё-ю. Это что такое вообще? Лё. Лё. Такой звук получается, если мы быстро прикасаемся языком к небу. Да, вот так, ударяем его, да? У нас получается прикосновение. А когда ю, Мы отводим язык назад, получается. но языком двигаем в горизонтальное положение, у нас язык не соприкасается, получается более мягкий звук. Ну давайте попробуем. Значит, мы делаем удар одной, значит, правой рукой сверху к себе, вот, а делаем лё 3, ровно такое, раз, два, три, лё, закрытый, ля-ля-ля, приготовились и открытый, закрытый. Хорошо, а теперь делаем ю, то же самое, закрытый ю-ю и открытый. Хорошо. Значит, мы можем играть и по 4, и по 5, но потом усложнение записи. Поэтому мы упростили. Когда у нас очень много звуков мы берем, посмотрите его. То есть бесконечно, да, зависит от того, сколько у вас дыхания и сколько будет колебаться язычок. Поэтому мы упростили. Его назвали как? Трель. Трель. Вот она получается. Пожалуйста. Трель сверху, закрытый звук. Ля-ля-ля-ля. Пошли. И. Стоп. Открытый. Ля-ля-ля. Ю закрытый. Открытый. Хорошо. Что такое глиссанда? Ну, ты уже говорил. Давай. Скольжение. Скольжение звука. Вот смотрите. Глиссанда вверх, когда мы делаем это, как мы его произносим? Ио. Значит, сначала делаем удар закрытый, а потом открываем, да? Ио. Попробуем. Приготовились. Удар сверху к себе и ио. Пошли и. Вместе и. Еще. И в конце сделайте трель. Ио. Ля-ля-ля-ля. И. Вот это считается уже более такой усложненный прием, да? А когда мы делаем обратно вниз, глиссанда ой, да? От открытого ударили и уходим на закрытый. Пошли. Ой. Еще. Хорошо. Дальше у нас есть такой прием, когда мы делаем отрывисто, да? Называется стаккато. Как мы играем стаккато? Как мы играем стаккато? Ну давай. Получается, помысл не касается зубов и губы расслаблены. Губы расслаблены для того, чтобы мы загасили его колебания, да? Вот, чуть-чуть прижали. Если мы на любом щипковом инструменте прижмем вот этот, чуть-чуть, видите? Он уже не звучит. То же самое здесь, да? Мы его гасим звук. Получается отрывается стаккато. А стаккато-то мы что изображаем? С помощью стаккато мы изображаем капли, звуки дятла и вообще, в общем, звуки природы. Звуки природы. Хорошо. Давайте попробуем стаккато. Поиграйте стаккато. Свободно. Да. Открытый, закрытый. Да? Тремоло давайте. Открытый. Теперь делаем диминанте. Сняли. Дальше у нас есть такой прием, называется дробь. Это уже самый сложный прием, да, который у нас есть. В финальной части дробь, пожалуйста, покажите нам, расскажите, что это такое дробь. С помощью дроби мы имитируем звуки лошади. Звуки лошади, да, пожалуйста. Вот пока они играют, теперь я вам покажу, видите, школа игры, которая у нас была еще издана в 2004 году. И вот там у нас есть в приложении все приемы, которые здесь у нас мы изучаем в процессе в течение года. Это что у нас, ребята? Пиано. Это значит Тихо. тихо. Потом Крещендо. крещендо. Усиление звука, да? Затем Громко. громко, да? Потом уменьшение звука и пиано. То есть мы делаем динамику. Динамику звука, это очень важно. Вот, с самого начала давать им осваивать эти приемы. Дальше у нас что у нас здесь написано? Что это? Адажио что?
Медленно, да? Затем мы что делаем? Акселеранда, ускоряем. Затем быстро, да? Быстро. Потом замедляем. Вот так, понимаете, вот все эти динамические оттенки мы должны использовать в музыке, независимо на каком инструменте мы играем. Вот, это очень важно. И еще один очень важный момент – это ансамбль. С первого дня занятий игры на хумусе, и мы уделяем особое внимание игре ансамбля. Они должны друг друга слушать, они должны чувствовать друг друга. И вот мы сейчас с вами сыграем несколько таких вот. Смотрите, вот это упражнение на 3/4. Первый удар сверху, второй снизу, к себе, от себя открытый. Да, стаккато. Попробуем. Раз, два, три. Попробуем этюд. Сделан учеником первого выпуска «Весенние ручейки». Видите, Равиль Леров, 2000 год. Так вот, Равиль Леров вот сейчас со мной рядом стоит. Он, значит, после окончания студии закончил Новосибирский музыкальный колледж с отличием. Затем закончил Академию музыки имени Гнесин уже на Домре и как дирижер. И сегодня вот вернулся он к нам, является солистом государственного оркестра и преподает в нашей студии. Я уже, как уже вам говорил, что сегодня к нам пришли наши и бывшие выпускники студии, которые сегодня, в данном случае Добрыня Сатин, он солист нашего государственного оркестра, он является солист группы «Трио Сказителей», которые сегодня гастролируют практически по всему миру.
вкратце вам показали основные приемы игры на хомусе и как этот хомус используется в концертной программе. И думаем, что кто нас сейчас смотрел, наверное, тоже пытались и основные приемы это освоить. Я думаю, что там ничего сложного нет. Вы дальше будете развивать, музицировать, совершенствовать, импровизировать. И мы переходим к группе аэрофонов, это духовые инструменты. Вот. Один из них это вот амргей, который является манком, его называют охотники, имитирующий крик морала. Особенность этого инструмента в том, что в нем звуки извлекаются не от себя, а вдыхают от себя. Есть шиор, который вот из полого такого, знаете, тростника сделанный. Он имеет размер около 70 сантиметров, ну вот в диаметре это 5-6 сантиметров. Вот. Здесь нету боковых отверстий. За счет перекрытия неосновного отверстия и вдувания воздуха, здесь вот воздух срезается и начинается вращаться внутри раструба. И как бы используется это вибрация самого корпуса, и происходят такие звуки. Вот. Здесь, конечно, нету хроматических звуков полного звукоряда, но здесь есть определенные звуки по принципу обертонов. Да? Вот. Есть правило, в открытом звуке одни звуки звучат, передавание октавы или квинта через октаву, а при закрытом, значит, уже другие. И вот таким образом создаются импровизационные такие картины. Вот. Но чтобы его использовать в концертной, значит, программе, то, конечно, его надо настроить. Основной звук у него должен быть. Мы обычно его настраиваем на звук ля, си или до. А сейчас мы переходим к смычковому икеле. Это группа значит, хардофонов. Аналог этого инструмента у казахского кобуза, монгольского маринхора и многих народностей, так же, как и обычно, все инструменты встречаются. Вот. Этот инструмент смычковый в старину, он дошел до наших дней, был сделан вдолбленное дерево, натянутая кожа, значит, конский волос, струны и смычок тоже из конского волоса. Вот играли, сопровождали в основном это песенные, при исполнении песен. Вот. Давайте, а у нас уже, конечно, более усовершенствовано, чтобы удобно. В чем особенность этого инструмента? В том, что, посмотрите, вот поверни его боком, посмотрите, что у него, боком, вот так, да, что у него струны очень далеко находятся от грифа. Как на скрипке или на гитаре, его так не прижимают. Прикасаются пальцами снизу, ноготочками к струне. Покажи, как прикасаются. Снизу, да, вот так, сбоку, вот так, да. Ну давай, на первой струне нам что-нибудь изобрази.
сыграл известную нашу алтайскую, значит, его тему Тямару Хожону, который культивируется. И эта песня пришла, тоже прошедшая тысячелетний свой путь, она пришла до наших дней, дошла в неизменном виде. Так, а как ты сыграешь две струны? Покажи теперь. Хорошо, это тоже самое, Тямар Хожон, уже разновидность его, вот это тоже обязательно в программе каждый учащийся. Но начинаем уже на икеле мы играть чуть попозже, это уже где-то 4 класс, потому что здесь уже нужно на слух интонировать. Значит, они, начиная с 1 класса, изучают сольфеджио, музыкальную грамоту, теорию музыки. И таким образом они уже, у них и пальцы уже развивается моторика, у них уже есть уже основные приемы игры, и поэтому уже на икеле им становится играть меньше. Спасибо, Айсур. Значит, нам сыграл ученик Айсур, а теперь вот мы попросили Равиля, уже он у нас уже, сегодня уже и как преподаватель.
А сейчас мы переходим к следующему инструменту, который называется по-алтайски тядаган. Тядаган от слова лежать. Тядхан. Его кладут на колено, вот, сидя на нем играют. Но это так же, как и у нас Садко играл на гуслях и так далее, как у нас звучат звончатые гусли, играют, кладут их на колено. Также вот аналогии казахского ансамбля Житеген и так далее. Этот инструмент тоже сегодня очень активно культивируется во всем мире. Вот мы его только начинаем возрождать. Он состоит из 9 струн. Вот. И вот мы видим образец на картинке. Это мы его называем Пазарыкская арфа. В 1953 году академиком Ургуденко были проведены большие археологические раскопки на территории Лаганского района Пазарыкские курганы. И в одном из курганов, во втором кургане был найден вот этот инструмент. Ученые говорят, что это арфа, это предшественник классической арфы. Но попытки сегодня его возродить уже были многие, и из разных регионов России, причем это делают. Но представим себе 5-6 век до нашей эры. Как он звучал, как он, в общем-то, был, в каком виде завершенным, мы пока не знаем. Но вот один из инструментов тядахан, который вот сейчас у меня, это инструмент, который сегодня активно культивируется. Он начал уже возрождаться не так давно, но дети с удовольствием и молодежь на нем играют, уже участвуют в конкурсах. Мы вам сейчас показываем небольшой фрагмент, как мы занимаемся. На нем мы начинаем обучать детей со 2-го уже класса. Петя, сыграй нам, пожалуйста, аккомпанемент. Сначала там у нас ми, возьми ми, фа. Чуть-чуть, найди фа точно. Да, наоборот, вот это. Вот, то есть мы должны найти эту ноту, да, потому что мы прижимаем. После удара мы его зажимаем. Пожалуйста, сыграй, Петя. Еще раз. Хорошо. А вот теперь давай мы сейчас соединим, значит, мелодию за аккомпанемент. Теперь в средней части у нас идет, Петя, быстрый, да? Сыграй это в средней части. Вот такой прием тоже есть, который не просто его надо отрабатывать, время надо. Вот именно в бутылку где-то ритмический рисунок. 8-я и 2-16. Там, да? Теперь попробуем вот такой сделать небольшую миниатюрку, тоже на традиционную тему алтайских мелодий Тиангар Хожо, вот, которая тоже у нас в народе, она популярна. Попробуем его сыграть. Пожалуйста. Сейчас мы переходим к инструменту, который называется топ-шоур. Это щипковый с группы хардофонов, щипковый двухсторонний инструмент. Это тоже аналог казахской дамбры, киргизского хомуса, русской балалайки, и также вот как и щипковые инструменты во всем мире культивируются.
Он дошел до наших дней тоже в таком же неизменном виде, также долблена была у него это основной корпус, была дека кожаная, и струны были тоже из конского волоса. Сегодня уже вы как понимаете, что он уже усовершенствованный, нам нужно играть уже произведение, нам нужно использовать весь гриф, поэтому он должен строить. Естественно, у него же уже обозначены, на нем уже обозначены вот лады. Видите, вот такие лады, которые нам дают возможность играть в ансамбле уже группами и исполнять разные произведения. Вот сейчас, пожалуйста, мы сыграем небольшое тоже произведение на тему алтайской народной песни «Салма Баша Кайрангыз», «Девушка с другой судьбой», которая тоже песня популярная, и вот она тоже у нас популярна в студии. Вот такая небольшая миниатюра сделана нашим преподавателем. Пожалуйста. Хорошо. То есть вот он начинает как бы играть тоже щипком. Вот, но стараться нужно, чтобы мелодия она была более выражена ровная, да, чтобы не было отдельных таких вот неточностей в стиле звука. Так, дальше у нас идет такой прием, как переборами, да? Кто играет у нас, пожалуйста? Кто переборами играет? Пошли. Видите, вот тут это тоже непростая техника, которой мы правой рукой используем, это чередование пальцев, да, большого, указательного и среднего. Дальше у нас идет такой прием бряцания, да, пожалуйста, где у нас там, кто сыграет? Давайте бряцание. Так, кто еще играет бряцание у нас? Давай, Аят сыграет. Немножко звук такой чувствует, такой стеклянный такой звук, потому что или ногти мешают, вот, может быть, они, значит, помягче старайтесь играть, еще раз, давай. Стоп, хорошо. Ну давайте попробуем теперь вместе сыграть. Значит, первая наша задача с вами, чтобы вы играли в ансамбле. Вы слушали друг друга, балансировали звучание, и у вас там идут изменения темпа, чтобы вы это все соблюдали. Поехали.
Шуре мы начинаем обучать в 3 классе, уже, потому что он параллельно идет как аккомпанирующий еще инструмент, не только как инструментальный, но и сопровождение горлового пения. Чуть позже мы об этом поговорим. А сейчас вот произведение, которое было еще написано в начале 20-х годов 20 века, Ава Робби-Семисе, это партизанская, которая и сегодня она тоже звучит. И вот мы тоже ее вот сделали вот такую миниатюру, которая используется обязательно, как обязательная программа, обязательное произведение в нашей программе. Партизанская.
Turcandes Ahayastın aldında Ahtalama bulaydes Итак, мы переходим к нашему заключительному виду. Это сказительское искусство, горловое пение. Это очень сложный жанр, вид искусства, который передавался преемственности из поколения в поколение. Это тоже, у него история тысячелетняя, и он пришел к нам тоже в неизменном виде. В основе сказительского искусства это текст, повествование текста. У нас издано 17 томов Алтай-Батырлар, сказительских сказаний, которые сказители повествовали. И одним из наиболее ярких наших сказителей считается это Алексей Григорьевич Калкин, чьим именем сегодня названа премия, которая ежегодно вручается талантливым сказителям. Главный эпос Калкина «Мадай-Кара» насчитывает 7738 строк. Представляете, вот такая толстая книга. И этот эпос, у нас есть молодые уже наши сказители, которые участвуют в международных конкурсах,
могут его полностью исполнить. Но раньше его исполняли 7 дней, 7 ночей, сейчас его делят на части и по очереди исполняют. И вот этот жанр вызывает очень сегодня большой интерес. Вот. И Калкиным записано, учеными записано, сказаний, которые он повествовал, в общей сложности более 500 тысяч строк. Мы начинаем обучать его с 4 класса, когда уже наши мальчики уже более-менее подготовлены, уже есть опыт и участие в концертных программах, поэтому мы начинаем. Вот. Обязательно сказительское искусство сопровождается инструментом топ-шоу. Вот. Топ-шоу это как бы вот является основным таким инструментом для сказителя. Сегодня немножко покажем. Значит, есть такой, сначала мы говорим каргара, это нижний такой, как, где самые низкие звуки используются. Пожалуйста. Несмотря на то, что он еще мальчик, да, вот у него такой низ. Почему? Потому что у нас здесь работают грудные связки. В отличие от вокального искусства, где работает и диафрагма, и все дыхание, здесь грудные связки. Поэтому это очень редкий жанр считается. И детям, конечно, младшего возраста не рекомендуется петь таким низким голосом. Но при всех этих видах всегда звучит два звука. Осенатный, нежный и уже второй появляется. Дальше у нас такой средний уже регистр идет, это хомей. Пожалуйста. Есть средний звук, и уже чуть выше появляется второй звук, который как бы вот главный мелодист. И свистящий срыд, это уже где уже появляется верхний свистящий звук. Пожалуйста. Вот как можно человека научить вот это, извлекать эти звуки? Это очень непростое, конечно, дело, но парадоксальная вещь.
у людей, желающих этим овладеть, я знаю, что сегодня у нас очень много людей из разных регионов, в том числе и с дальнего зарубежья, которые с удовольствием приезжают на Алтай, изучают алтайский язык, изучают эти виды горлового пения и прекрасно участвуют даже, уже состязаются с нашими очень мастерами. То есть это говорит о том, что этот вид искусства, он очень привлекательный, он сегодня очень доступный для широкой аудитории, а тем более, что сегодня у нас Алтай является привлекательным для туристов, поэтому вот мы его обязательно вот используем. Сейчас мы с вами увидим фрагмент тоже с концертной программы, где Добрыня будет солировать уже с одним из оркестров, которыми мы гастролируем и участвуем.